Бячи юрты доркшси, бахар мух поэта, бочи хестадеш галми, бяшерышка дутышдаха. Слова, которые были написаны сердцем, они звучат человеку, чье имя, можно сказать, очерчено красным цветом истории ингушской литературы. Писатель, драматург, общественный деятель и педагог. Все это про Хамзата Сасиевича Асмиева. Поэта вспоминают близкие, коллеги и просто почитатели. Хамзат Асмиев родился в 1909 году в трудовой крестьянской семье в селении Кантышево. Учиться он начал в религиозной школе на арабском языке. Продолжил образование в светской школе. Через 2 года одним из первых поступил на подготовительное отделение Ингушского педагогического техникума. Именно этой профессии, как рассказывает сын писателя Дауд Асмиев, он и был предан до конца. Как в моей памяти он запомнился как педагог. В Северном Казахстане работал. Он был директор школы. Ингуши тогда никого на работу не брали, но его сразу директор школы делали. Он участвовал, педагогом работал, ну и стаж у него большой педагогический. Где бы Асмиев не работал и не находился, он не расставался с писательской деятельностью, даже в ссылке, когда в политической и общественной жизни страны наступила оттепель, и ингушские литераторы получили возможность публиковаться. Асмиев с октября 1956 по май 1957 года работал литературным консультантом по ингушской литературе при Союзе писателей Казахстана. Писать он не перестал и по возвращению домой. Он работал специальным корреспондентом Северокавказского краевого бюро ТАСС и ответственным секретарем газеты «Сердало». Изучая его труды и труды о нем, мы наткнулись на много интересных фактов. Также познакомились с его сыном, который согласился рассказать нам о его жизни, о его творчестве, как он работал. И все это отражено и в письмах, которые писали ему, и он писал. Его также фотографии, семейные фотографии, которые также отражены на нашей выставке. Впрочем, литературное творчество Хамзата Асмиева началось еще в 1927 году, когда в рукописном журнале Ингушского педагогического техникума «Красные ростки», а потом и в газете «Сердало» стали появляться его рассказы и очерки «7 дней борьбы за власть советов» и «От тьмы к свету». Как и многие другие ингушские писатели второго поколения, в большинстве своих произведений Хамзат Асмиев затрагивал вопросы войны и мира, воспевал величие нашей необъятной Родины, боролся против ее врагов, ратовал за дружбу между народами. Часто поэт обращался к теме родной земли и Родины. Например, произведение «Летняя ночь», «Осень» – это моя Родина, это незаурядное явление ингушской пейзажной лирики. Хамзат Асмиев – автор около 20 прозаических поэтических сборников. Все они до сих пор пользуются большой популярностью как в республике, так и за ее пределами. Об этом говорит и тот факт, что лучшие его произведения переводились на казахский, осетинский, финский, аварский, кабардинский, балкарский и другие языки. Довольно часто произведения поэта появлялись в таких журналах, как «Дружба народов», «Дон», «Огонек», «Нева», «Наш современник» и «Советский Казахстан». Подготовили выставку, посвященную его работам. Здесь и сборники стихотворений, произведения его, сборники его стихотворений, рассказы, его произведения, отраженные в антологиях и ингушских альманахах. Также, конечно, есть работы других ученых, посвященных именно творчеству Асмиева Хамзата. Труды Асмиева, написанные в разные годы наравне с другими выдающимися писателями, вошли в золотой фонд ингушской литературы. Сегодня их учат и школьники, и студенты. Аза Миржоева работает учителем ингушского языка и литературы в Карабулакской школе. Отмечает, как точно дети воспринимают стихи именно Асмиева. Произведение уроки белгил яхкахцем произведение же закрежешь хозбелгиляхи декрет что есть ходишь. На памятный вечер Аза пришла подготовленная женщина, написала стихотворение в память о писателе. Его с чувством презентовал один из ее учеников. Стихотворение Хаюци Хамзат Асмиев Хамзат Яха Халона Чи Ракарк Пшия Бочуласа Бош произведение школ.
Много сил Асмиева дал и работе по сбору и публикации ингушского фольклора. Работал над переводом на ингушский язык произведений русских классиков. Его стихи стали народной лирикой и легли в основу известных нам всем песен, в том числе в исполнении творческого коллектива «Ла». Настолько близкое к менталитету, к душе, к мироощущению наших людей, наверное, нет ни у одного писателя. И поэтому такие бессмертные песни, и которые, собственно говоря, как Султан говорил, даже не зная автора, с рождения сопровождают каждого из нас. До самой своей кончины поэт находился в расцвете творческих сил. Много писал, издал 2 тома избранных произведений. Готовил к изданию свой новый поэтический сборник. Выступал с литературно-критическими статьями. Не оставлял он в стороне и свою журналистскую деятельность. Среди наград Хамзата Асмиева надо отметить медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Умер писатель 12 января 1981 года. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.